До президентских выборов Российской Федерации осталось менее 4 месяцев. И несмотря на то, что время идет, главный кандидат и по совместительству президент страны Владимир Путин пока молчит об участии в выборах президента. Точно неизвестно, почему Путин так долго тянет со своим решением. Но, как поговаривают в Кремле, президент морально устал от своей работы. К тому же есть мнение, что у него проблемы со здоровьем. Поэтому очевидно, что из-за данных сложностей Путину сложно решить, идти ли ему на 4-й срок или нет. Конституция Российской Федерации позволяет ему это сделать, ведь там написано: одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд. Заметьте, самое важное тут слово – это «подряд». То есть, кто бы ни был президентом, но если человек будет занимать данный пост 2 срока подряд, то в следующий раз он может опять занять данное место через цикл президентского правления уже другого человека. Поэтому, к сожалению или к счастью, в зависимости от того, поддерживаете ли вы Путина или нет, но он имеет право снова быть президентом. Но лично я не разделяю данный пункт в Конституции. Я считаю, что было бы правильнее установить максимальный срок 2 раза подряд и по 4 года каждый срок. То есть максимум одно и то же лицо может занимать пост президента 8 лет, и на этом все. Путин не знает, стоит ли ему идти на 4-й срок, ведь он прекрасно понимает, что в обществе с каждым годом накаляется обстановка. И связано это с тем, что нынешний олигархический режим практически все забрал в частные руки и не хочет делиться с народом. А президент вместо того, чтобы национализировать народное достояние, по-прежнему поддерживает олигархов. И поэтому, зная, что впереди у России будут тяжелые времена, связанные в первую очередь с социальными потребностями, он может снять с себя ответственность за то, что будет происходить дальше. Тем более 6 лет – это довольно большой срок, где может произойти много всяких разных событий. Политологи уже говорят о возможных преемниках Путина. И главные из них являются Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, Сергей Лавров, министр иностранных дел, Сергей Собянин, мэр Москвы, Сергей Шойгу, министр обороны и председатель правительства Дмитрий Медведев. Вот наверняка кто-то из них займет пост президента после ухода Путина. Хотя меньше всех шансов из этой пятерки у Дмитрия Медведева. Ведь благодаря фильму Навального «Он вам не Димон» Алексей сильно испортил репутацию. Долгое молчание Путина еще связано с тем, что российская элита крайне недовольна внешней политикой президента. Так, президент США Дональд Трамп в августе 2017 года дал 180 дней, чтобы выявить самых влиятельных российских олигархов и тех, кто активно занимается внешнеполитической деятельностью, оценить их капиталы, признаки коррупции, источники дохода и активы, в том числе членов их семей, проанализировать частно-государственные структуры, выявить аффилированные с ними зарубежные компании. Что все это означает? Вашингтон дает российской элите 180 дней на то, чтобы она дистанцировалась от Путина, а самому Путину и правящей верхушке 180 дней, чтобы собрать чемоданы и выехать из Кремля. То есть России дают на размышление 180 дней, ровно до выборов ее президента. Фактически Вашингтон предложил российской элите сдать Путина, а правящей верхушке убираться по-хорошему, пока не стало по-плохому. Конечно, у Путина и его окружения есть вариант упереться рогом и послать Вашингтон. Но это, по мнению изготовителей закона про 180 дней, похоже на путь камикадзе. Когда элита начнет терять свои активы, Путину на своем месте не продержаться долго. Стоит крупным бизнесменам договориться и синхронно закрыть на несколько дней банки и магазины, которые им принадлежат, указав на Путина в качестве причины данного закрытия, и перед Кремлем соберется 1 миллион человек, которого никакая Росгвардия не разгонит, да и не будет разгонять, потому что примкнет к протестующим. И Путину останется только признать поражение и объявить о передаче своих полномочий, как это бесповоротно сделал в свое время Горбачев. Вашингтон поставил Кремль перед выбором. Либо Путин, его окружение и элита теряют все, и власть, и активы, либо добровольно отказываются от власти, получая возможность спасти часть активов, которые успеют растолкать в течение 180 дней. Так что в связи с данными поручениями Трампа есть вероятность, что в России может произойти дворцовый переворот. Так или иначе, ждать осталось совсем недолго. Будем смотреть, пойдет ли Путин на 4-й срок, или же отдаст он власть своему преемнику. А также может произойти еще и дворцовый переворот. Добавляйте этот ролик в свои социальные сети, а также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.